В Казахстане в спешном порядке пытаются внедрить базу данных школьных оценок под названием Күнделік КЗ. Директорам школ, похоже, поставили жесткие рамки. Классные руководители экстренно проводят родительские собрания и говорят о необходимости регистрации в новой системе. Для этого у родителей запрашивают все личные данные – номер удостоверения личности, адрес проживания и даже индивидуальный идентификационный номер. Почему мой ИИН привязывают к этому электронному дневнику, а не, например, хотя бы электронную почту или номер телефона. Все-таки ИИН – это личные данные. В принципе, мне вот сейчас этот электронный дневник не нужен. Мой ребенок учится в 3 классе, я прекрасно знаю, как он учится. У него есть этот бумажный дневник. Внедрением электронного дневника, обязательным для всех государственных школ, занимается частная компания, а не Министерство образования. Министр образования подчеркнул, что никто не вправе принуждать родителей и школьников к регистрации на сайте Күнделік КЗ. Если вы как родитель не хотите, регистрируйтесь. Не регистрируйтесь. Государство на эти средства, на эти цели денег не тратило ни копейки. Электронный дневник – это частная инициатива компаний, которые хотят, видят в этом преимущество какого-то определенного рынка. Уполномоченный по делам ребенка в Республике Казахстан депутат парламента Загипа Балиева полагает, что ответственность за внедрение онлайн-дневников лежит на Министерстве образования. Образование – это обязанность государства, поэтому необходимо соблюдать госстандарты. Любая частная компания не может прийти в школу и сказать «я буду внедрять то или это». Сперва они должны получить разрешение у родителей. Второе – нужно соблюдать права ребенка, поэтому Минобразование не должно допускать такого. У жительницы Астаны Аселима Бельдиновой в школе учатся 3 детей. И всех 3 одновременно зарегистрировали на сайте электронного дневника. Когда я зарегистрировалась на Күнделік КЗ, я вошла на сайт и удивилась тому, что это практически та же самая социальная сеть. Нужно загружать фото профиля, можно предлагать и принимать дружбу, можно загружать музыку. В общем, мало чем отличается от сети ВКонтакте. Далее оказалось, что Күнделік КЗ вправе передавать все данные мои и моего ребенка третьим лицам для размещения рекламы. И вот неожиданность. Родители даже не предупредили, что через месяц пользование электронным дневником станет платным. Для просмотра оценок необходимо подключить опцию рейтинга ученика в классе. На этом собственник сайта может заработать от 5 до 10 миллиардов тенге, а это от 15 до 30 миллионов долларов в год. При этом труд педагогов, похоже, не учитывается. Сегодня существует параллельно 2 формы дневника. И бумажная не отменена, и электронная. То есть учитель, получается, за ту же самую заработную плату классного учителя в 5000 тенге, он должен дважды заполнять 2 документа. Надо иметь в виду также, что не у каждого учителя есть ноутбук на уроке или доступ к компьютеру и доступ к интернету. Электронные дневники в Казахстане действовали и раньше. В некоторых регионах школы пользовались разработками местных IT-компаний. Теперь частная компания, созданная всего 9 месяцев назад, с ведома Министерства образования решила объединить всех в единую сеть. Күнделік КЗ создан на базе платформы Дневник.ру, поэтому и оплата за услуги сайта будет из тенге конвертироваться в российские рубли. Вводимый дневник, он противоречит тем принципам, которые сегодня объявляет Министерство образования и науки, когда говорит о том, что у нас будет индивидуальный подход, что у нас будет учитываться психическое состояние ребенка. Здесь тоталитарный контроль за ребенком. По информации, опубликованной на сайте Күнделік КЗ, в скором времени там будет зарегистрировано 1,5 миллиона учеников и более 2 миллионов родителей. Почему информационная безопасность самых беззащитных граждан страны детей отдана российскому разработчику, на этот вопрос министр образования так и не ответил. Айнур Коскин, Ганизат Успанов. Настоящее время.